И последнее. В Москве с прошедшим 77-летием поздравили первого президента Якутии Михаила Николаева. Торжество состоялось в постоянном представительстве республики в Москве. С подробностями Наталья Сазонова. Эта встреча, открыл которую постоянный представитель Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, первый заместитель председателя правительства Республики Саха Алексей Стручков, состоялась в зале республики. Ровно неделю назад, 13 ноября, был день рождения первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. И вот мы не смогли на прошлой неделе день осуществить, но попросили Михаила Ефимовича через неделю приехать к нам. Любезно согласился, нашел время. И вот мы сегодня организуем такую неформальную встречу, которая посвящена дню его рождения. Поздравляю! Михаил Ефимович является автором многих российских проектов, один из которых «Музыка для всех» успешно претворяется в жизнь, отметил музыковед, доктор педагогических наук Эдуард Абдулин, недавно побывавший в Якутске на уроках музыки для младших школьников. Вице-президент Общественного российского комитета «Российская семья» профессор Галина Климантова отметила не менее значимый труд Николаева – проект «Российская семья» о воспитании духовно-нравственных ценностей. Когда на сцену вышел струнный ансамбль Якутской филармонии, было отмечено, что благодаря открытию Николаевым Высшей школы музыки в 90-х годах сегодня республика имеет высокопрофессиональных музыкантов. Поздравляя первого президента республики с днем рождения, все желали ему крепкого здоровья, благополучия, новых широкомасштабных проектов, а он, в свою очередь, поблагодарил собравшихся за теплые слова, за внимание, за добрые отношения и понимание. Конечно, в рамках одной встречи трудно было перечислить все то, что сделано Михаилом Ефимовичем для процветания родной республики и России в целом. Наталья Сазонова, Евгений Петров, НВК «Саха», Москва.